На инструкторско-методическом занятии собрались специалисты, ответственные за организацию призывной кампании, представители военкомата, а также сотрудники администрации и общественных организаций, вовлеченные в процесс. Первая часть занятия посвящена тщательному анализу весенней кампании. Участники ознакомились с подробным отчетом, в котором представили ключевые показатели: количество граждан, подлежащих призыву, число призванных на службу, процент годных к воинской службе, а также данные о распределении по родам войск. Норма призыва на военную службу весной 2025 года установлена Генеральным штабом Вооруженных сил Российской Федерации для Республики Ингушетия составила 230 человек. Наряд выполнен 100%. Наши ребята вышли служить в войска Национальной гвардии 50 человек, сухопутные войска 110, воздушно-космические силы 60 человек, военно-морской флот 10. Наряд на отбор граждан для поступления в учебные заведения высшего профессионального образования на 2025 год установлен в количестве 223 человека. На сегодняшний день отобрано 67, направлено личных дел 67 человек. Таким образом, можно констатировать, весенняя призывная кампания 2025 года в республике завершена с успехом. Наряд, выделенный региону, выполнен в полном объеме, что свидетельствует о высоком уровне организации, слаженной работе всех задействованных структур и, безусловно, о сознательной гражданской позиции молодежи. Но без уклонистов тоже не обошлось. С ними проводили отдельную работу. Из военных комиссариатов поступило 337 определений о приводе лиц, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности, из которых территориальным органам было отработано 290 лиц. В рамках проводимых профилактических мероприятий сотрудниками органов внутренних дел подразделения военного комиссариата доставлено 38 лиц призывного возраста. Вместе с тем, анализ вынесенных определений военных комиссаров муниципального образования, поступивших в территориальный отдел министерства, показал, что факты направления недостоверной информации о лицах, уклоняющихся от воинского призыва, фактически снизились на 100%. Особое внимание на занятии уделили вопросам межведомственного взаимодействия, подчеркнули важность тесной координации действий между военкоматом, администрацией, муниципалитетами, медучреждениями, образовательными организациями и правоохранительными органами. Каждый участник процесса должен четко понимать свои задачи и зоны ответственности, а также быть готовым к оперативному обмену информацией и совместному решению возникающих проблем. Также на встрече говорили и о готовности к осеннему призыву, который начинается с 1 октября. Участники ознакомились с плановыми показателями и начали детальную разработку стратегии их выполнения. Ключевыми направлениями работы стали информационная кампания, медицинское освидетельствование, работа призывных комиссий и военно-патриотическое воспитание. Наряд на призыв более 200 человек, в том числе Министерство обороны, Росгвардия, военно-космические силы. Службу они проходят. Вот последние там призывные кампании проходили, отправки в Подмосковье, Москве, Северокавказский округ, в Южном округе, Новочеркасск, Ростов, Ставрополь. В преддверии очередного призыва, наряду с официальной информацией и разъяснениями, в среде призывников и их семей часто циркулируют слухи и опасения, вызывающие тревогу. Одно из таких распространенных беспокойств связано с возможностью отправки срочников в зону проведения специальной военной операции. Представители военкомата неустанно поясняют, что военнослужащие по призыву выполняют свои задачи в соответствии с установленными нормами. Как заявил с самого начала президент страны Владимир Владимирович Путин, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, так называемые срочники, они не привлекаются на спецвоенную операцию. Завершение весеннего призыва с полным выполнением поставленной задачи – это не просто стратегический показатель. Это отражение зрелости гражданского общества и готовности молодого поколения служить своей родине. Ингушетия продемонстрировала, что при грамотном подходе, высокой координации действий даже самые амбициозные задачи могут быть успешно решены. Мадина Цора, Хасан Ивлоев, Магаз 24.